В должности заместителя полномочного представителя президента Мурат Зязиков трудится с 2012 года. До этого был президентом Республики Ингушетия и советником президента России. Прием граждан в нашем регионе он проводит не впервые. Первой за помощью к Мурату Зязикову обратилась депутат Задонского райсовета Светлана Пашинцева. Она просила посодействовать в строительстве противопожарного поста в селе Гнилуша. Наше поселение расположено в лесном массиве на протяжении 15 километров. Это лесной массив. К нашей администрации относится 5 населенных пунктов. Население у нас 2000. И у нас очень большая пожароопасная обстановка. Новый пожарный пост пообещали построить уже в следующем году. Свои вопросы Мурату Зязикову задали и другие граждане. На встречу приехали жители региона из разных районов. Липчан волновали вопросы благоустройства, строительства дорог и водопроводов. Ни одно из обращений не осталось без внимания. Все вопросы, которые сегодня мы рассматривали, они нашли свое решение. То есть есть конкретные сроки, определенные, реальные. Не так, чтобы вот как-то обозначить и забыть. И соответствующие проработанные и денежное содержание, то есть бюджет этих вопросов. И сроки исполнения. В завершении рабочего визита в Липецкую область Мурат Зязиков вручил благодарственную грамоту от полномочного представителя президента России Александра Беглова бывшему федеральному инспектору по Липецкой области Анатолию Елисееву за многолетний и добросовестный труд. Юлия Нечаева, Андрей Зубков, Липецкое время.